Здравствуйте, ребята! Начинаем урок истории. Тема нашего сегодняшнего урока – родословная кыргызов Санжира. Открываем тетрадки, записываем сегодняшнее число, записываем сегодняшнюю тему. Итак, цели нашего урока. Вы узнаете, зачем нужно знать о своем происхождении. Узнаете о родословной кыргызов. Разовьете умение анализировать, сравнивать разные родословные. Воспитаете бережное отношение к национальной культуре своего народа. Родословные – это древо жизни человека. Тюрки, в том числе и кыргызы, среди которых в силу их кочевого образа жизни были сильно развиты родоплеменные отношения, также уделяли большое внимание изучению истоков своего происхождения. Кто ты, кем были твой отец, дед, из какого ты рода, племени. Только санджира родословные, основанные на многочисленных народных преданиях, могли ответить на такие вопросы. Слово «санджира» произошло от арабского слова «чаджира» – дерево. Родословные предания санджира – это один из видов исторических устных источников, повествующих об историческом прошлом кыргызов. С развитием письменности у большинства тюркских народов санджира, бытовавшие как устные предания, все больше стали уступать место письменным вариантам. Отличительная особенность санджира как родословных преданий заключается в том, что происхождение народов Земли они ведут от общих предков Адама и Евы. Кроме родословных преданий, только в Библии, священной книге иудеев и христиан, содержатся именно сказочных предков человечества от первого человека Адама до праведника Ноя. Родословные в наши дни. В советское время изучение санджира было запретной темой. О них не упоминали ни в школьных учебниках, ни в высших учебных заведениях. Богатые исторические сведения, содержащиеся в народных преданиях о происхождении кыргызских родов, были почти недоступны для широких народных масс. С обретением независимости кыргызы получили возможность глубже узнать собственную историю. Изучение родословных преданий – это шаг к изучению прошлого своего народа. Согласно народным преданиям, кыргызы наряду с другими народами ведут свое происхождение от сыновей праведника Ноя, то есть предания свидетельствуют о единых корнях разных народов и призывают к дружбе и согласию между всеми. За время, прошедшее с момента провозглашения независимости в Кыргызстане, были опубликованы санджира и других авторов. Большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий внес профессор Сабыр Аттакуров. Посмотрите, ребята, на фотографии это профессор, который исследовал кыргызские родословные предания, Сабыр Аттакуров. Наименование семи отцов – ата, чоң-ата, баба, буба, куба, жото, жете – в обратную сторону от отцов к потомкам – ата, бала, небере, чебере, чебыра, кыбыра
Женщины в Санджиру не вписывались, кроме самых выдающихся. Между тем, современные исследования показывают, что генетически мы можем прослеживать не только отцовскую линию, но и материнскую, только женщин. Поэтому, возможно, наряду с Джети Ата стоит ввести и наименование семьи матерей. Джети Ата. Ата, чоң атам, бамбам, бумбам, кубар, жото, жете. Жети эне. Эне, тайне, чоң тайне, бөнө, жоно, алагына, жетене. Общественно-политическим устройством кыргызов Санжира имеет двойственную роль. С одной стороны, она служит залогом укрепления кыргызского единства. Насколько известно, кыргызы один из немногих тюркских народов, который ведет свое происхождение от одного первопредка Долонбия. С другой стороны, наличие Санжиры препятствует образованию единой нации в нашей стране. Неожиданно противниками создания единой нации и общего именования граждан, как кыргызджараны, вступили именно кыргызы. Хотелось бы разобраться прежде всего в этом вопросе. Происхождение кыргызов берет свое начало от легендарного Долонбия. У него было 3 сына, именами которых и были названы 3 основных отдела кыргызского народа: Ак-ул – правое крыло, Ку-ул – левое крыло и Кызыл-ул – отдел Ичкилик или Булгачи. Ак-ул – правое крыло вбирает в себя 3 подразделения – Адыгене, Тагай и отдельно стоит Налы-Эже. В Адыгене входят Сарттар, Баргы, Жолжакшы, Бөрү, Бектен, Мунгуш. В Тагай входят Богурстон, Койлон, Жедигер, Кылжыр, Саяк, Карачоро, Азык, Черек, Конурат, Челтике и Налы-Эже, монголдор. В левое крыло входят Кушчу, Кытай, Чоңбагыш, Сару, Басыс, Мундус. Кызыл-ул, Ичкилик, внутренний, Каңды, Дөлөс, Тейит, Найман, Кыпчак, Бостон, Нойгут, Абад, Кесек. Это древо, генеалогическое древо, ребята, посмотрите. Теперь спасибо всем за внимание. И до свидания.